Сегодня в Республиканской филармонии чествовали работников средств массовой информации. Был дан старт 100-летнему юбилею коми-журналистики. В июне 1918 года в Усть-Сысольске вышла в свет «Зырянская жизнь» – первое общественно-политическое, новостное, литературное издание коми-края. На сегодня количество средств массовой информации в республике насчитывает почти 200. Глава коми Сергей Гапликов особо отметил, что юбилейный год журналистики совпал с годом культуры. Это символично, так как есть только один способ стать культурным человеком – больше читать. Сегодня все больше наши печатные средства уходят в информационный и телекоммуникационный контент, но тем не менее я хочу сказать, что на сегодняшний день печатное слово, которое всегда было очень высоко и ценилось, особенно в сельских территориях, по-прежнему занимает свое достойное место. 18 представителей СМИ получили правительственные награды, большинство – сотрудники печатных изданий. Среди награжденных старейший журналист коми со стажем более 60 лет, ветеран войны Никон Хатанзейский. Специальному корреспонденту ГТРК «Коми-Гор» Василию Каневу вручили почетную грамоту республики. Режиссеру службы тематического вещания «Коми-Гор» Галине Ладановой присвоено звание заслуженного работника республики. Я как-то уже давно определила для себя такую формулу успеха, что ли. Во-первых, должна быть команда, потому что тележурналистика – это же не индивидуальное творчество. Я вообще-то очень счастлива, потому что у меня есть команда. Я долгие годы уже работаю с Ольгой Савенко, с Александром Прохачевым. Мы делаем цикловые программы о Смугуле, финно-угорский мир. Иногда получается сделать и более сложный жанр – фильм, телевизионный очерк.